Началось. Инстаграм люди пошли. Да. Почему-то. Ну, сейчас считаю до 20. Запустили, да, Инстаграм? Инстаграм, да, YouTube. Пошли секунду. Вашу маму и там и тут. Все, давай начнем. Добрый вечер, дорогие друзья. Снова в мой эфир, наша постоянная рубрика с гостем. В гостях телеведущий медиахолдинга КЧР Медиа, непосредственно телеканала Архыз-24. Знаком он нам по программам «Доброе утро», КЧР онлайн, а также На телефоне больше ничего. также голос нашей республики. Зураб Ахмедович Джандаров. Друзья, поприветствуйте его. Пожалуйста, большое спасибо, что плотно съем, чтобы посетить нас. Пригласили. Ну, как тебе сказать, такая интересных людей приглашать, вести с ними беседу. Друзья, сразу же сделаю объявление. Кому-то может шоком, мы включили наш интерактивный телевизор. Это страница, наша наш канал на YouTube. И, конечно, еще напоминаю вам, регистрируйтесь, подписывайтесь на наш YouTube канал, нажимайте на колокольчик, тем самым вы включаете уведомления. И с нашими обновлениями у нас огромное количество, как вы понимаете, и весь контент, который размещается, он всегда есть. В таком розыгрыше плюшевого медведя, который говорит на абазинском языке, более подробно вы можете найти информацию на наших страницах в социальных сетях, особенно в Инстаграме. Начнем. Зураб, переключу тебе. Сразу также скажу, делаю объявление. Мы раньше были за столом, знаешь, это немного уже чуть так приелось. Мы решили более такую неформальную обстановку создать для Все к лучшему. И решили начать с тобой, ты как человек телевидения, как человек, который привык как бы адаптироваться ко всему. Я в качестве гостя, видишь, Вот. Это я к тому, что наоборот больше держать. расслабиться все тебя. И как бы ты первооткрываешь нового формата, такой диванной софа-беседы, в общем, ты понял, о чем я. Большое спасибо еще раз, что ты, как я тоже веду одну из передач. Я знаю, как работает, поэтому мне очень-очень приятно, что ты все же смог вырваться. Зураб, разговор пойдет и разговор пойдет от ушам, как есть вот здесь за пазухой. Самый главный вопрос. Скажи, пожалуйста, о себе, а ты? Чем ты вообще занимаешься, чем увлекаешься? Вот просто, если, например, о других деятелях медиа, там, спорта и так далее мы как-то знаем, да? Ты, честно, просто объявил, вот так вот прям, буф, ты появился на телеканале, появился твой паблик. Для тех, кто не знает, Зураб Ахмедович является администратором паблика, он это не скрывает, поэтому могу сказать. Администратором паблика Абаза Today. Я думаю, многие из вас уже являются его читателями. Если присоединяйтесь, очень интересный. Говорю это не в рамках рекламы, как от себя лично. Он стабильно обновляет и обновляет очень интересным материалом. За что тебе большое спасибо. Очень много интересного лично для себя я узнаю. И различные предложения, там, просьбы можно также выдвигать через Зураба. У него есть страницы, можете писать туда, он всегда отвечает. В общем, кто является паблика Абаза Today. Вот этот человек сейчас на правую руку от меня. Вернемся к вопросу. Расскажи, пожалуйста, о себе. Слушай, на самом деле, как бы, даже не знаю, с чего начать. Знаешь, как, мне 29 лет. Я вернулся, ну ты говоришь, да, ты появился вот как-то там в медиапространстве достаточно как-то резко. На самом деле, ну, примерно так и получилось. Я достаточно долго жил за пределами республики. И уточни, пожалуйста, лет 20, да, сейчас скажу. Лет 20 я сначала жил на лет в Краснодаре, жил 4 в Москве. Вот. Я жил, если честно, пока жил там, я особо не интересовался тем, что происходит здесь. Ну и как-то мне немножко не до этого было. Да? И все это время я просто приехал сюда на какие-нибудь там на каникулы, на зимние, вроде. Потом так получилось, что
я вернулся в республику, и первое время я работал, вообще в Москве работал достаточно долго в рекламе, ну, то есть я занимался там и в коммерции, и в рекламе, каким-то производством в рекламе. Вот, вернулся в рекламе, тоже проработал в разных местах, в том числе Kidspace, я работал в Kidspace руководителем отдела. И так получилось, что ну, я как бы отвечал, собственно, в том числе и за взаимодействие со СМИ, в том числе и за взаимодействие с телеканалом Архыз-24. Вот. И у нас есть «Дети ждут», называется, это твоя соведущая, и моя соведущая Алина Качка. Вот. И так мы познакомились с Алиной. И, ну, собственно, мы с ней сообщали, она часто снимала «Дети ждут» у нас в Kidspace. Вот. Ну, как-то что-то так получилось. У меня есть друг, его жена которая. Я ему говорю, давай мы, ну, там у меня есть Алина, знакомая, говорю, давай мы у вас снимем зарядку. Супер, да. Говорю, не хочешь себя. И получилось так, что Kidspace закрылся. За месяц до того, как закрылся Kidspace, Алина мне предложила, говорит, а давай попробуй себя у нас на телеке. Я говорю, вообще давай. Вот. Месяц я ходил, пробовал, там, тренировался, там, стажировка. Это не, да, своего рода обучение, да, я нарабатывал. Вот, и я буквально не отдыхал, я вот уже работал на радио, вел передачу, там утренняя передача, есть «Завтрак ФМ», называется. Здесь, ну, как бы я учился работать с голосом, как-то так. Вот. А паблик тоже у меня достаточно так спонтанно. Не то бы когда-то интересовался абазинской культурой, абазинскими традициями, чем-то еще. Да? Я это был всегда от этого. Потом, я не знаю, что шло, я не знаю, как это так получилось в моей жизни. Я зашел, в общем, в Инстаграм и, ну, я для себя не нашел того контента касательно культуры абазин, который меня бы удовлетворил. Не нашел, что мне было бы интересно, действительно. Да? Безусловно, все, что там есть сейчас, ну, там есть несколько пабликов, которые мне очень интересны, но это немножко не про то, что я, ну, что какой информации мне нужен был на тот момент. Ну, просто удалить свой какой-то интерес. Я решил, что я сделаю вот, ну, свой какой-то такой. Ты решил эту нишу занять? Свободную нишу, да. И плюс еще есть такое, знаешь, я достаточно работал бизнес-тренером, обучал людей, я вел тренинги там по продажам, по управленческим навыкам, и я изучал, ну, инструменты обучения. А самое эффективное обучение — это когда ты кого-то учишь. То есть, когда ты являешься провайдером этой информации, то ты ее лучше всего усвоишь. И с тех пор, как я веду паблик, конечно, скажем так, уровень моего национального самосознания очень вырос, и я... Абазинность в тебе начала укрепляться, да? Да, я как-то вот... Причем, ну, я считаю, что там это такой для меня момент, что я, ну, у меня нету вообще других кровей. То есть у меня и мама, и папа, и все бабушки, прабабушки, прадедушки, прапрабабушки, все абазины. Ну и как-то для меня, плюс еще мой отец, насколько я понимаю, единственный, кто написал русский разговорник. И говорил, что это вот, ну, вот так вот, мне все такие, и ты такой абазин. Я как-то... Все начали... Мне всегда об этом говорили, но как-то раньше меня это не трогало, вот тут я вернулся, и я понял, что, ну, как-то это надо исправлять, и начал, ну, знаешь как, есть, ну, я вот, например, придерживаюсь принципа, что, ну, нельзя сорить вокруг. Ну, то есть, если ты, ну, я хочу жить в чистом городе, и поэтому я, ну, я первый же, кто должен выкинуть, ну, обертку от конфеты. Но есть другой уровень людей, которые не просто выкидывают, а которые берут по дороге, увидели что-то, по пути увидел, что он взял за других тоже. Вот. Это level up, да, и вот паблик это тоже такой некий level up, потому что я не только себя прокачиваю, ну, то есть здесь очень много, да, в паблике того, что, ну, там лично мне интересно, да, поэтому, ну, и здесь, конечно,
что я хотел бы видеть, да, что какой мне контент интересен, такой и я. Я сделал, ну, там, ну вот какой-то формат из того материала, который я выкладываю, он очень не воспринимается бурно аудиторией. Ну вот мне он не нравится. Ну я вот мне бывает, я стараюсь, что информационный голод в группе, да, когда я, ну у меня вообще не лежит душа на то, чтобы что-то выкладывать. Ну, я тебя понимаю. Прям супер лень. Но я не могу оставить аудиторию, я не могу оставить свою группу без какого-то ежедневного контента, потому что должна быть периодичность. Когда я какой-то контент вот я взял, ну ладно, хорошо, а этот вот стрельнуло. Меня ножом по... Изначально, когда там я группу названия у меня там очень многие типа такие, что за название? Изначально группа у меня была, и я сейчас пытаюсь придерживаться такого принципа, что эта группа должна быть про то, что абазины должны быть в ногу со временем, быть, ну, чересчур консервативными и в то, что, ну, и, в общем... Общая идеология такая. Мы должны сохранить какие-то свою там... Но при этом быть современными, конечно, потому что это очень важно. Вот это на самом деле очень интересно и очень тяжело. Ты не находишь, вот как коллеги вот в этом плане, что же работает. Вот я понимаю, что означает твои фразы как кризис контента, информационный. Я тебе скажу взгляд со стороны. Ни в коем случае любезности не лезть. Паблик очень интересный, очень личный. И честно признаюсь, у меня до сих пор вот есть же раздел вот, лупа. На раздел интересный и сразу поиск. У меня первые 3 выходят, соответственно, оно лошара, как бы с личной страницы даже рабочие смотреть. Потом идет база оттуда. И не в вам скажу, база Марьяна. Очень хороший контент. Вот эти паблика у меня как бы топ всегда везде, я еще подписан на хэштеги. Поэтому у меня сразу выходит. Вот они эти люди, кто подписан на хэштеги. Но это знаешь, в каком ключе, наверное. Как это работает? Пока сам ты же не... На самом деле, я без есть пару хэштегов, на которые подписан на личном аккаунте. Тоже было, потому что надо было посмотреть, как работает. У меня там, знаешь, love puppies, у меня щенята, постоянно в ленте у меня щенята. Открытие сейчас для зрителей. Вау, Зураб с новой стороны открылся. Я люблю собак, мне нравятся собаки, очень хочу собаку. Я когда жил в Москве, у меня квартиры очень хороший мужчина, мне очень с ним повезло, я 3 года жил в одной квартире, и он, Ахмед, он татарин, мусульманин, постоянно ходил, там что-то рассказывал, вот, но он при этом жутко не любил животных, ну то есть вообще, так бы я бы себе хотел себе собаку, а дома мама не разрешает, потому что... Как бы я тут просто тоже по-секретски, мама тоже так особо к животным. Ну да, поэтому, короче, я жду момента, когда я себе заведу золотистого ретривера. О, ты не поверишь, когда-то в соцсетях проходил тест, какое животное тебе подходит. У меня тоже там вышел лабрадор, ретривер. Да. Считается, кстати, самой умной породой собак. Ну, тут, знаешь, мне кажется, все-таки зависит от того, как ты занимаешься собаками. Да, вот по поводу, я знаю, что эти далматинцы считаются самыми умными. Я думаю, да, тоже есть. Что где-то видел рейтинги дрессируемости этого всего. Дрессируемость это еще не значит, что они умные или тупые, да. В общем, твоя этот вердикт, это надо найти подход. Да. Я про что говорил, да, возвращаясь к АБЗД, возвращаясь к тому, какой контент я выбираю. Я стараюсь выбирать сейчас изначально такая идея была выбирать тот контент, который будет не просто потребляемым аудиторией, а будет именно те цели, которые я хотел бы, чтобы на которые он хотел, он работает. Пусть он не таким возможным, но в первую очередь это будет. Но, к слову сказать, я очень, ну, если говорить про тот контент, который воспринимается хорошо, у меня сейчас времени нет, там, плюс с тем, что у меня новые проекты есть какие-то. Вот, я делал видео и каких-то вот таких интересных фактов из и эти видео просто очень хорошо стреляли. То есть на мою группу, в которой сейчас
а тогда было еще меньше 2000, а у меня по 6000, потому что ну, контент такой был. Это отдача хорошая. Хорошая, конечно. То есть, ну, видео в принципе хорошо потребляет. Сетях современных, потому что это быстро, это не напряжно, не надо ничего читать. Если честно, я вообще удивляюсь, блогеры, которые выкладывают, вот знаешь, там одну фотографию выложил, и вот такая простая текста, и уже кто-то читает. Мне, например, жутко лень. Я очень ленивый человек, и я таких не подписываю. Я один из таких, у кого вот это простыня, чтобы никого не видеть. Брат, я поэтому просто лайкаю тебя. Пока мы перейдем к другому вопросу, другой теме. Друзья, я понимаю, вы, наверное, сейчас сидите, думаете, два молодых человека сели в студии на удобном диване, общаются какими-то непонятными терминами, понимаешь, да? Ничего не пугайтесь, это все небольшую корректировку просто внесу, как сказать, ясность. Наш диалог это наши термины, исходя из social media маркетинга, это социальные медиа, как блогер блогеру и так далее. Поэтому, если вдруг что, пишите в директ на База Today, пишите в директ на Малыша, мы вам ответим, просветим, объясним. Как раз как Зураб дал понять, абазины должны идти в ногу со временем, абазины уже должны становиться более медийными, поэтому если вам где-то что-то непонятно, не пугайтесь, не обижаемся, лучше напишите, мы вам это с радостью все на братской. Также я вот между строк уловил такой посыл, намек Зураба, неполные 2500. Друзья, давайте дружнее поддержим парня, он очень старается на самом деле. Я надеюсь, к вечеру у тебя уже прибавление в среднем просто фолловеров, подписчиков прибавится, и вы действительно Зураб старается. А вот тут теперь следующий вопрос. Если, например, кто-то из более таких заметных медиафигур так поступательно, да, идет, имеется в виду, на известности, да, там сначала он где-то на форуме принял участие, потом там где-то в газете, потом он где-то в репортаже с какого-то тренинга засветился. Вот здесь мне все же интересно, ты вот молниеносно попал на канал, ты сказал, что много, да, там у тебя было время пообучаться, постажироваться, какие-то мастер-классы получить. Вот как ты прокомментируешь сейчас твою работу на холде? Я со многими знаком с исполнительным директором. Вопрос провокационный, я не отрицаю, но никто не обидится, если ты отвечаешь, тем более, что знают Тамирана Дзугова хорошего. Но хотелось бы честно узнать, насколько тебе тяжело и насколько это твое. Почему? Потому что вот каждая передача, которая выходит с твоим участием, она у меня вызывает интерес, потому что это действительно. Потому что реально вот видно, бывает же там человек к месту, человек не к месту, и он просто натягивает это все, и это вот видно, и просто за старание ты закрываешь глаза на что-то. А тут, когда сразу мелькает кадр, эпизод, где есть Зураб Джандаров, сразу, ага, надо будет там, себе там делаешь пометку, нужно будет сериал, потом как минутка будет 3. Вот хотелось бы вот честно услышать, как тебе работа вот твоя нынешняя? Слушай, ты знаешь, на самом деле, я когда попал на телек, я на самом деле не ожидал такой реакции. Люди, которые я встречаю, знакомые, такие: о, слушай, ну это прям вообще твое. Вот, это прям круто. На самом деле. Это, я, блин, ну серьезно, никогда в жизни я не думал, что я попаду на телевидение. То есть я, знаешь как, вот есть такая мысль, что если ты хочешь узнать, как будут развиваться события, придумай варианты, и вот будет иначе. Да? И я вот, я в момент, когда, ну то есть я понимал, что Kids будет закрываться, мы уже подходили к тому, что мы там потихонечку все искали. Вот, и я думал, я был в таком ступоре, потому что, если честно, мне не хотелось работать. Я не хотел уже заниматься тем, чем, не то, что не хотел, но у меня такой прям тяги, что ты вот прям, вот это мое. Много пыл пропал, в общем, да. Ну да, я не был в этом всем. И я думал, типа, чем мне заниматься. Я понимал, что если искать работу, будет маркетинг, это СММ, да что-то вот в этом направлении будет. А сейчас я прихожу на работу, я очень люблю. То есть, это, конечно, такое, как и любая другая работа. Не хочу сегодня идти, у меня там, где там прямых эфиров, где в любом прямых эфире. То есть у меня вот есть «Доброе утро», а есть КЧР онлайн. Вот КЧР онлайн это, ну, каждый выпуск это только прямой эфир.
я несколько раз лажал в прямом эфире, да, ну то есть, потому что это страшно. Но тем не менее, мне очень нравится работа, мне очень нравится то, что я делаю, и я только затронул, что я работал бизнес-тренером достаточно долго. Я проработал, начал потом получил повышение, сначала потом переехал, точнее, в Краснодар, и там заметили, я стал тренером учебного центра. Вот. Поэтому я проработал связным, я проработал в Philips в Москве, работал тренером. Немножечко работал в страховой фирме «Согласие». И у меня, жизнь, кроме работы в КИЦ, всю мою жизнь работа была связана с тем, что я общался с людьми. Время разговаривал. Всегда в ЦУМ я работал. Там до этого, когда мне было... Первый раз я начал работать в 11 лет, я работал на море. Там соки наливал, там чай такой. Молодец, какой лидер человек в натуре. Вот, то есть, это тоже общение с людьми. И это вот с самого моего детства вся моя работа была связана с тем, что мне нужно было общаться с людьми. Вот, и поэтому для меня не было, то есть я в принципе, да, вот очень долго говорить вообще ни о чем и как-то вот, то есть вообще не проблема. Да, как бы, это, вообще не проблема для меня была. Поэтому, я думаю, что для меня сейчас на данном этапе жизни, как минимум, работа на телевидении, это то, что мне интересно, то, что мне доставляет удовольствие. Вот, то, что хотелось бы, чтобы доставляло чуть больше денег, но это уже вопрос. Но я думаю, что в этом что-то будет. Я тебя хочу поймать на слове, Зураб. У меня работа такая, как у тебя. Выслушать человека, узнать что-то, какой-нибудь камень найти, вытянуть его. У нас вот около месяца снова, ни для кого не секрет, долгое время не было руководителя по развитию молодежи. И сейчас это Елена Владимировна Тмухова, как ты заметил, буквально до нас, они встречались с нашими активистами. Да, у меня было в добром утре. Вот, да, кстати, да. Кстати, вот это очень приятно, когда ты потихоньку нас тоже к себе на свои выманиваешь. Я тоже у тебя. Да, мне было немножко по другому поводу. Если я, вот опять-таки, да, извините, я перебью, про вот этот проснувшийся патриотизм. Я в доброе утро всегда стараюсь, когда какие-то, то есть все время у меня была редактор Абазар, у меня были Мурат Муков, Мурат Жандаров, Елена Владимировна, я все время стараюсь об этом подтягивать, но я все время боюсь, что мне скажут, слышишь, ты не перепутал ничего вообще, надо. Я думаю, сейчас все там кто-то, молодец, Хадсадам, там пошли лайки 100%. Я думаю, да, что мне как бы сейчас скажут, вообще-то у нас есть национальный паритет. В принципе, ты это делаешь аккуратно, и ты это делаешь, насколько я знаю, когда есть определенная кожа, есть возможность, как бы ты, конечно, ты не ущемляешь. И плюс, что я замечаю, у тебя преимущественно каждая передача чему-то посвящена. Если это пограничник, если это пожарный, если это там день там работник направления, это они как бы, ты как бы выполняешь это все, поэтому не обижайтесь. Мы тоже хотим немного внимания, друзья, мы же не просто так работаем. И с другой стороны, приятно побеседовать уже с обратной стороны, с Зурабом, когда он идет. Да, вот, кстати, вот какого гостя? Самый главный вопрос хотел вначале спросить. Вот шикарно, знаешь, не надо думать, что какой вопрос следующий задать. Не надо, во-первых, не надо сидеть вот. Да, теперь мы продолжаем. Да, очень нравится. Как раз этот вопрос, каково быть по ту сторону? Мне очень нравится. Я готов давать интервью сколько. Причем, понимаешь, фишка в том, что у тебя как бы, как тебе сказать, она двухсторонняя. У тебя как хорошо получается вести, так и хорошо отвечать, понимаешь? Потому это я снимаю шляпу, такое, как коллеге комплимент. Спасибо большое. Вернусь к вопросу. Ты сказал, я честно знал, ты сказал, я услышал. Вот у Елены Владимировны есть хорошая программа развития молодежи. И вот я тебе от ее лица сделать предложение. Как ты смотришь на то, чтобы в свободное прийти и в рамках человека, который уже добился определенных успехов, результатов, которые уже у всех на виду, говоря, есть что рассказать, дельно,
поработать с нашей молодежью. Слушай, давай, надо определить просто формат, что я показал. Значит, друзья, в принципе, у нас двери всегда открыты. Анонсируем мы всегда абсолютно все, что происходит, поэтому просто следите за новостями, чаще заходите на страницу, листайте, ищите нас в ленте. Обязательно попасть на ту беседу, на ту встречу, тему, это все, соответственно, мы в тексте публикации распишем, простыня как бы. Думаю, вам будет очень интересно. Мне лично интересно, я постараюсь прям вот все дела на тот момент решить, чтобы эти 1,5-2 часа, которые ты придешь, чтобы послушать тебя в качестве лектора. Супер, прям вообще, давно я не выступал уже. Вот как раз заодно будет это на своей площадке, тем более здесь все свои, все поймут, обратно начнешь разогреваться. В общем, мне очень приятно, что ты согласился. Я думаю... Кто больше всех обрадовался. Я более чем уверен, да, сотрудники стараются смотреть наши эфиры, поэтому один эксперт в нашей команде экспертов, поэтому на самом деле большое тебе спасибо. Почему? Потому что, как тебе сказать, вот этот вот, я сказал, медиа-момент, когда наш народ, ты же видишь, они лишний раз молчат. Я думаю, с тобой, с Леной, с другими спикерами, которые у нас уже сейчас команда пополняется, сможем пробудить вот этот вот момент, и прям абазинский огонь загорит. Да, ну, вот, да, ты, абазины очень, знаешь как, вот, я вообще очень в стереотипах. Ну как ни есть общие какие-то национальные черты. И вот чего-чего, абазинского вот, точно достаточно, и импульсивности у нас более чем. Вот, но хотелось бы, чтобы она всегда была направлена на какие-то такие, ну, мирные. Вот с твоей помощью мы это сделаем. Поэтому, да, потому ждем с нетерпением Зураба Ахмедовича у нас в качестве лектора и тренера. Идем дальше. Зураб, 29 лет. Я 5 лет тебя. Вопрос, ты не поверишь, вот это самый, за всю историю наших эфиров, их у нас уже было, ну, больше 20 точно, это первый раз, когда звучит такой вопрос. О, вообще. Да, новый формат, более раскрепощенный такой. Просто я не могу видеть нашу прекрасную половину. Как у тебя дела обстоят с созданием семьи и пополнением рядов Абаза народа? Я работаю над этим. Это сейчас ответил Дизураб, бизнес-тренер, телеведущий, вы поняли, да? Нет, я не женат, как бы, шаблонный если ты об этом, да, я не женат, но я думаю, что скоро решать этот вопрос. Вы понимаете, да, опять хитрость. Он как бы не говорит, есть у него кто-то на примете, нет, чтобы никого кого-либо не обижать. Ну и в то же время не хочет обидеть того человека. Да нет, я просто, не-не-не, на самом деле я нет, я просто скромный. Хорошо, я тебя понял, не буду давить. Следующий вопрос провокационный. Знаешь, мне чуть не повезло, я вырос в среде представителей другой национальности, и, к сожалению, очень мало мне пришлось общаться с представителями народа Абаза, и я язык не так хорошо знаю. Для кого не но я над этим работаю. Как у тебя дела с языком, и вот как у тебя дела вообще вот с литературой, с творчеством, с фильмами, театром, вот может с кем-то ты общаешься из творческой интеллигенции, может с кем-то ты дружишь, кто-то там в твоих... Ты имеешь в виду абазинский язык? Да. Слушай, ты знаешь, на самом деле с абазинским языком у меня все очень плохо. И я... Знаешь, когда вот, какие-то события происходят в семье, там, ну, свадьбы, похороны или что-то, когда вся семья собирается, все мое детство, ко мне ходили там бабулечки какие-то, со мной по-абазински разговаривали, я делал вид, что я их понимаю, и типа такой, да, ну, папа. Вот. Сейчас я взрослый, ну, как бы, ну, так уж получилось, я не выучил этот язык сразу, вот. Но я работаю над этим, на самом деле, я очень хочу выучить язык, я еще Лене и Мурату, когда они у меня были в гостях, говорил, что я обязательно запишусь на курсы, я это все к вам приду, это обязательно все будет, ну, опять-таки, да, у меня девушка, я говорил, да, сейчас определенная занятость, вот, но это точно в планах, очень, ну, такая значимая часть контента, который в группе, он на английском языке, это мне помогают люди, которых я прошу, у меня есть несколько человек, которые знают абазинский на достаточном уровне,
разговаривать. Вот. Поэтому плохо с языком. При этом, ну, как я сказал, очень мне обидно и печально, потому что, ну, во-первых, меня написал такой, ну, как мне кажется, да, очень труд для абазинской письменности, абазинского языка развития. Вот, так еще и до того, как я пошел в детский сад, я не разговаривал на русском вообще. Первый язык, который я выучил, был абазинский. Не знаю, как это, не знаю, что случилось, и, ну, как бы, мама рассказывает, говорит, что, ну, просто когда нужно было более сложные какие-то вещи обсуждать, ну, пришлось переходить на русский, да, какие-то более высокие материи, вот, которые сложно на абазинском как-то выражать. Поэтому, выдать словами. Да, выдать словами, да. Поэтому, ну, то есть, как ни крути, да, абазинский язык, он не в стольких используется для того, чтобы, ну, у него были какие-то, ну, термины, да даже какие-то, да, более или менее философские вещи, зачастую обычный бытовой язык, он не может его передать. Носители бытового языка эти вещи не могут передать. Поэтому, ну, конечно же, ну, видимо, это как-то сыграло важную роль, что... А я всегда был очень любознательным, всегда самые странные, самые невозможные вопросы, поэтому маме пришлось перейти на абазинский язык для того, чтобы мне их объяснять, эти вещи, да. Там, ну, сейчас на самом деле, работать. Спасибо, что действительно, как я сказал, как это все происходит, потому что у меня, если честно, та же самая ситуация, потому что дома разговариваю на русском. Да. Вот, а в школе у меня одна половина были представители черкесского народа, представители русского народа. Был один абазин, тот ушел. И все, остался я один, и туда не сюда. Ну да, я тоже в городе вырос, и тут более того, еще у меня прадедушка после войны, его ранили, его комиссовали, вот, и в 1944 году его отправили в Драгобыч, это западная Украина, ну, почти рядом. И бабушка моя выросла в Драгобыче, и разговаривает польского и украинского. И самое интересное, бабушка разговаривает на абазинском, чем моя мама. То есть мама моя лучше разговаривает на абазинском, чем моя бабушка. Вот. Но мама у нас в семье лучше всех. Мама лучше всех разговаривает на абазинском, лучше всех владеет языком. Вот я как-то не сразу ну, стремление, да, потому что очень хочется, я прям очень хочу, да, и знаешь, как остающая часть в моей, так скажем, абазинскости, да, поэтому, ну, это то, что я хотел бы научиться чему. И, к слову сказать, у меня, ну, обычно, конечно, все хорошо с языками, то есть мне достаточно легко дается произношение, и там даже когда я пытаюсь что-то говорить на абазинском, мне, в принципе, никакое произношение для человека, который не разговаривает на нем. Ну, сейчас осталось просто чуть заниматься. Курсы в твоем распоряжении, добро пожаловать. Вот с сентября прям вот найди, пожалуйста, время. Обязательно. Ты придешь, я тоже был. Супер, Давай так сделаем, да, то у меня тоже, знаешь, как получается, времени нет, они начинаются в 5 часов, а мы работаем до 4:30, а как быть, я тебе обещаю, если найдешь время, я тоже найду время, и мы вместе пойдем. Договорились, все, давай, пожалуй. Вот там я не знаю, сколько человек это видят, мы пожали руки, и в сентябре все будут писать, как двое, да? Короче, будет умора. Да. Друзья, мы обсудили паблик Abaza Today, мы обсудили, чем сейчас занимается Зураб, это непосредственно на телевидении. Мы обсудили, как у него дела на личном фронте, создание семьи. Этот вопрос остался открытым, поэтому девушки, имейте в виду, мы обсудили, как дела с языком, что опять подтверждает, что абазинский язык нужно поддерживать, нужно на нем больше разговаривать, нужно больше уделять ему внимание. Для этого организация Лошара, кстати, очень большое количество материалов выдает, так и в электронном виде, поэтому обратите на это все тоже внимание. И мы переходим теперь к увлечениям прочим, помимо собак. Я бы не сказал, что собаки мое прямое увлечение, ну просто нравится. Спорт, творчество, психология, что-то ментальное, эзотерика, может. Слушай, ты знаешь, на самом деле я по чуть-чуть. Могу сказать, что у меня не было никогда такого, что я там коллекционировал или там
фантики Ну, собирал. что, да, какие-то такие вещи, да, у меня, я всегда, всегда стараюсь, но как-то у меня всегда так получается, я очень в разные сферы погружаюсь, да, то есть, благо сейчас достаточно много информации доступной, то есть я могу, в принципе, все, что мне нужно, любую информацию я могу, как бы, найти в интернете, ее там погуглить, могу в YouTube посмотреть, вот, поэтому кругозор достаточно широкий. Я очень, я очень люблю, то есть я сам не творец, к сожалению, да, у меня достаточно много, я как ощущаю себя, да, творческой какой-то энергии, и сейчас она на телевидении нашла свой выход. Там какое-то время пытался рисовать, пытался что-то. Я закончил музыкальную школу, вот, правда, я как закончил, больше не сразу фортепиано. Фортепиано? Фортепиано, да. Да, у меня, собственно, мама преподаватель в музыкальной школе, она фортепиано, да. Вот, поэтому у меня как бы выбора не очень там много куда идти, я должен был закончить. Вот, и, тоже как-то немало, да, но я очень люблю музыку, я очень люблю всякое рода изобразительное искусство, там, я очень люблю скульптуру, я там, как любитель, да, любитель этой информации, мне очень нравится смотреть, мне очень нравится там слушать разную музыку, так, я очень люблю получить какую-то новую информацию, поэтому я всегда стараюсь что-то, у меня всегда, я там засыпаю даже, у меня было одно время, я все время на протяжении нескольких месяцев делал ролики про физику, да, про черные дыры и так далее и тому подобное. Потом у меня вектор интересов сменился, я начал смотреть про палеонтологию и происхождение человека. То есть я не могу, у меня есть когда вот одно, мне вот нравится. Я в принципе, знаешь как, я могу в принципе поддержать разговор на практически любую тему на уровне там, такого любителя. Поэтому. Это же хорошо, когда человек всесторонне развит, в принципе, это тем более для парня, это вообще замечательно. Да, но только тут проблема в том, что я так глубоко ничего не знаю, я в принципе обо всем, но по чуть-чуть, поэтому, я не знаю, да, я так человек, мне это нравится, то есть у меня вектор интересов меняется, и я думаю, что там, заставлять себя что-то углубляться, куда-то углубляться, что-то согласен. Знаешь, главное знать, что существует огромный коллайдер, а то в принципе не всегда. Да. Это участь участников Лиги эрудитов. Кстати, куда мы тебя с Алиной приглашали? А ты так, мы немного не в тему, простите, просто пользуюсь. Но у тебя не получилось, у нас вот еще один день съемки остался. Поэтому, пожалуйста, мы тебя уведомим, когда и на какое время, потом, пожалуйста, постарайся. Только в путь. Я очень, да. Мне очень нравится ваш проект. И, насколько я понимаю... Можно я тебя перебью? Вот здесь нужно похвастаться, я давно мечтал это сказать. Старокувинск, Красный Восток, Псыш, Бина, Карапагу, Эльбурган, Инжичукун. Никого не упускаю. Вот эти 7 аулов у нас приняли участие. Вот так вот. И если я не ошибаюсь, 4 выиграли. Даже так? Первый выиграл. Вообще можно даже похвастаться. Не буду озвучивать кто, чтобы не был интерес посмотреть. Кто именно. Вот здесь я как раз хотел бы задать вопрос касаемо опять вернуться к молодежи. И завершая, кстати, эфир, через несколько минут, времени у нас еще много, у тебя будет пожелание просто к представителям нашего народа и вообще к зрителям, потому что это не всегда представители базы народа, у нас представители национальность, даже с Дагестана есть завсегдатые, я это знаю. Вот скажи, ты сейчас видишь нынешнюю молодежь, и вот какие бы у тебя были отдельно пожелания к молодежи? Вот ты как представитель молодежи, тебе нет 35, это в еще молодежь называется. Вот, но ты как человек, уже добившийся определенных результатов по праву признанных, вот чем бы ты им пожелал заниматься, какое бы напутствие или какой-то вот не фраза, какой-то вот, я тебя хочу спич услышать, речь, которая бы немного вот задела, вдохновила, да, к действиям. Слушай, знаешь, там первая часть вопроса была, какой ты видишь современный. Меня 7 лет не было в республике, и приехав в Черкесск за этот, по факту не очень большой промежуток времени, я не говорю конкретно о украинской молодежи, я говорю в принципе про молодежь в нашей республике, мне показалось, что она очень сильно изменилась. Она не просто изменилась, а прям сильно изменилась. И в
целом, я думаю, тенденции позитивные. Да? И если молодежь, ее интересы, в частности, то мне кажется, что тут все становится лучше. И в первую очередь, ну не в первую, в том числе, да, наверное, потому что есть, да, похвалю вас, да, потому что есть организации вроде Алашара, и Алашара в частности, да, потому что, ну, и, потому что ведется какая-то работа. Я бы очень хотел, чтобы наша молодежь становилась более образованной. Это, мне кажется, очень важный момент. Потому что образование, да, чем больше ты читаешь, знаешь, есть такой принцип, что чем больше ты узнаешь, тем больше ты понимаешь, что ты ничего не знаешь. Да? И поэтому я очень бы хотел, чтобы наша молодежь становилась более образованной, и она была более требовательна к той информации, которую она получает, чтобы она становилась более... Вот опять-таки, да, возвращаясь к тому, там, для чего я делаю паблик, для того, чтобы она была более современная. Мне очень не нравится, когда я вижу какие-то консервативно настроенных молодых людей. Я понимаю, что нужна какая-то традиционность, нужно очень важно сохранять культуру. Это очень важно. Я понимаю, что абазинский народ, если он не будет этого делать, если не будет организации по типу Алашара, то мы потеряем себя, да, то есть абазин как национальности не будет. Вот. Но тем не менее, мы не должны, то есть вот эта вот абазинскость, да, я такой термин, да, я придумал, она не должна заключаться в том, что мы должны остаться в 18 веке, в 19 веке. Мы должны оставаться абазинами в 21 веке. Мы должны быть современными, мы должны быть образованными, мы должны быть интеллигентными, культурными. И вот это самое важное, как мне кажется. Но вот это в первую очередь знания, в первую очередь кругозор, в первую очередь та информация, которую ты потребляешь, которую ты через себя пропускаешь. Я считаю, что это самое важное. Информация. В любом случае, на то, как развивается мир, влияет информация. Да, то есть ты делаешь хорошее дело, да, как твое хорошее дело влияет на мир. Ты делаешь хорошее дело, пример другим людям. Я вот, например, люди видят, да, они получают информацию о том, что вот так правильно делать. Я крайне негативно отношусь к людям, в том числе, да, к людям, которые переходят на красный свет пешеходные переходы. Потому что не проблема, ты перейдешь, и ты, может быть, даже никому не помешаешь, да, не произойдет ни аварии, ничего. Но рядом с тобой идет ребенок, который подумает, что это нормально, и завтра поступит так же, а его собьет машина. Да? Поэтому тут, я считаю, что информация – это та самая важная часть. Знаешь, ты очень серьезными словами сказал очень серьезные вещи, и мне нечего добавить. Я очень надеюсь, что очень большое количество людей тебя услышит сейчас. Я тоже. Давай вопросик от зрителей. Да. Если тебе предложат создать новую передачу на ТВ, какая она будет, о чем и в каком формате? Как раз я бы тоже хотел бы знать, какая это будет передача, если честно. У меня больше на самом деле больше идей, не то что идей, если у меня появится какая-то идея для какого-то хорошего проекта, то я, наверное, буду реализовывать его в интернете. Потому что, как ни крути, несмотря на то, что телевизор мне дал, сейчас достаточно, дал возможность, дал мне какую-то уверенность перед камерой, дал мне инструментов, чему-то научил. Опыта знаний, да. Я в любом случае думаю, что за интернетом будущее. И, если сравнивать даже самые топовые шоу на YouTube, там есть, да, например, Юрий Дудь, да, всем известный. На его роликах просмотров, примерно сколько дает охват канал в час пик. Да. Час пик в прайм-тайм, да. Поэтому, но интернет дает возможность фильтровать информацию. То есть, хорошо, я тебя перебью. Давай. Другими словами, ты видишь, грубо говоря, развитие своего YouTube-канала. Не совсем. Я на самом деле начал небольшой проект, у меня пока там немножко роликов. Это информационные видео в Инстаграме, они минутные, и соответственно там... Это где .jpeg? Zurab.jpg. Да. Идеально. Вообще очень классная идея на самом деле. Кстати, вот здесь в частном порядке уже вне эфира
тебе даже пару идей подбросить. Да, супер. Сделай тебе такой хороший, ты не поверишь, подарок в плане инструмента. Я думаю, что будешь очень рад. Да, Вот конечно. как коллеги, у нас такой разговор, я вот на подъеме, думаю, тебе очень понравится. Идем дальше. Вот тут, касаемо проектов, я возьму на себя ответственность. Почему? Потому что я знаю, какой у нас курс информационной политики. И я тебе могу сказать, что у тебя одна дверь уже открыта, и организация Лошара, здесь не совсем видно, но там написано 1466 подписчиков, она готова тебе предоставить свою площадку для реализации каких-либо проектов. Супер, я учту этот момент. Поэтому, да. если вдруг у тебя есть какая-то идея, Ну, я просто... и вот тебе нужно стартовать или хотя бы где-то параллельно, мы можем тебе в этом помочь. Супер, спасибо большое. Кстати, хотел сказать, что когда я только начинал группу База Today, я стучался во все папки базинские, ну потому что попиарьте меня. И я не знаю, кто ведет вашу группу в Инстаграме. Сейчас находится в этой комнате. Ну вот, собственно, я попросил разместить у себя в сторис, что вот есть такая группа. Вот, и собственно, меня разместили, и это очень Один раз всего. Это был я, и то я так посмотрел, надо это, потом думаю, да ладно, надо поддержать. Потом понял, на самом деле идея крутая, и что это ты меня поймешь, и друзья, вы меня тоже поймете. Вы понимаете, как фильм «Однодневки» и страницы «Однодневки». Да, Человек 2 недели работал, он видит, у него не идет, он... Да. И вот эти 2 недели люфт нужно всегда выдерживать, сам понимаешь, чтобы... Потому что я сейчас рекламу сделаю, люди пойдут, а потом страница умрет. Мы на ненадежный источник делаем, ну понимаешь, да, организация Лошара, конечно, да, это ответственность. важно. А сейчас это уже, тем более мы администраторы пабликов Абазинской направленной, есть такой, так называемый, альянс. Мы уже имеем свой вес, поэтому... В общем, будем дальше работать, сотрудничать. На самом деле мне очень повезло, помогло это, и я очень рад, и я в несколько пабликов обратился, и мне все, что меня очень порадовало, да, мне все сказали, да, не вопрос. Ты можешь все называть, почему? Потому что организация Алашара работает абсолютно со всеми пабликами. Да, я как бы понимаю, да. База душа, база History, База History, база Folk на тот момент. По-моему, я не помню, если честно. Ну, возьмем ее тоже. Кто у нас еще есть? Алашара будет. Алашара. Есть страница организации Апсангел. Спорт, кстати, мы с ним тоже очень хорошо, тесно дружим. Потом кого я выпускаю? Все, в принципе. И База Today получается. Да, вот это золотая семерка. Да. Это именно где философия хорошая. Я не беру другие паблики. Абазинские свадьбы. Наша гиганта. Ну ты знаешь, на самом деле, абазинские свадьбы, я так понимаю, что там очень много... Я когда начал вести группу, я СММщик, и я сделал небольшое такое исследование. И примерно прикинул, сколько максимум я могу набрать аудитории, учитывая, что, да, не могут все там 40 тысяч абазин, которые живут в России, пользоваться Инстаграмом. Да? Вот. Походил по пабликам и понял, что в принципе оптимально в пределах там 8-10 тысяч. 10 это вообще. Поддерживаю я, если честно, тоже, когда-то устраивался работать сюда, я писал цифру 7-11. Ну да, это вот прям самый хороший расклад. А в абазинских свадьбах там... Просто там другие представители другой национальности тоже есть. Стопудово, да, очень много, потому что за свадьбами смотрят. Да, ну мы же подписаны на свадьбы Кабарды, Балкарии, там как бы тут примерно то же самое. Да. У нас плавно эфир перешел в такой диалог коллег вообще. Вот еще я хотел просто в разговоре упустил этот момент, что меня очень поразило, когда начал вести абазинскую группу, это то, что абазинская аудитория в Инстаграме, она очень отзывчивая. Да. Она прям вот на удивление отзывчивая. То есть у меня я развел группу через масс-фолловинг, то есть я начал подписываться на много людей, и они начали подписываться в ответ. И сейчас самый мертвый инструмент, насколько я там могу им пользоваться, да, для других своих проектов. Вот. Здесь он сработал на 100%, и сработал так, что, я же говорю, у меня, то есть, у меня там 200 подписчиков, у меня просмотров гораздо больше. У меня почти каждая новость собирает половину просмотров, и это интересно. Говорит, это очень отзывчивая аудитория, и это очень приятно. На самом деле, да.
соглашусь, это большое вам спасибо, но при этом, опять же, да, у нас нам ассистенты говорят, что мало времени, уже завершаем. Здесь все же, опять же, пожелание и просьба такая, друзей, родных, делитесь информацией. Может, есть сосед Абазин, он даже не знает о существовании таких пабликов, как канал Лошара, База Тудей, поэтому вы наши послы доброй воли, которые могут распространить информацию. Теперь, у тебя есть 4 минуты, чтобы успеть ответить на вопрос, точнее реплику мою, и пожелание, соответственно, Давай. ваши пожелания. Когда я тебя впервые увидел, вот закатанный рукав, улыбка, открытое белое лицо, я подумал, ты или хорошо готовишь, или хорошо рисуешь. Вот как у тебя дела обстоят с абазинской кухней? Готовишь ли ты, нравится ли Слушай, тебе? ты знаешь, я тебе расскажу историю сразу. У меня есть один старый друг, Марат Дулин. Он со мной учился в школе вместе, он какой-то очень-очень дальний мой родственник. И когда я переехал в Москву, я с ним, я искал жить меня, и он мне говорит, слушай, поживи со мной, он программист, и он сам снимал квартиру. Вот. И он говорит, поживи со мной, пока не найдешь квартиру, пока не найдешь работу. Я говорю, не вопрос. Ну и они делали, он с друзьями делал периодически вечера какой-нибудь там итальянской кухни. Делал вечер там японской кухни. И мы говорим, слушай, давай сделаем абазинскую кухню. Какая красота! И мы сделали дзырдзу, и правда басту не сделали, потому что нам навыков уже не хватило на это. Ну вот это был первый мой опыт, когда я сделал дзырдзу, и ну это естественно вот так вот на телефоне с мамой. Четкое руководство мамы. Говорят, типа, ну вот высший класс, когда масло проступает по бокам, да? Правильно же я говорю? Да. И у нас она получилась вот прямо, вот как на картинке, если честно. Второй раз, правда, не так. Второй раз уже пришлось там пошаманить, что-то как-то она с первого раза у меня не получилось. Ну, причем, знаешь, что самое интересное? Мы сели, мы положили себе скурить это все, а ребята, которые москвичи, они такие, типа, ложкой взяли. Что вообще такое, как это есть? Это безумно вкусно. Они такие поели, такие... Ну, а мы со временем, да, мы вспомнили свою. Или может быть, знаешь, антураж, когда они приезжают сюда, да, Кавказ, ну может быть, да. Вау, красиво. Ну, а тут в московских реалиях. Вот тут сразу внесу лепта небольшого раздора. Вот скажи откровенно, дзырдза какого ула самая лучшая? Слушай, ты знаешь, я не так много пробовал. Я просто пробовал, знаю. Я как бы, ну, у меня и мамины родители из Псыжа, и папины родители из Псыжа, поэтому я из тех, что я пробовал, псыжская. Да. Все, понятно. В общем, ясно, за кого парень масло топит. Я думаю, что здесь все-таки нету такого, да? Что там в каком-то улице. Есть, не, вот тут все, ладно, все. я Тут да, просто я как бы на личном это Мне все кажется, идет, знаешь, как бы. мне кажется, не хватает какого-нибудь паблика про Абаза кухня, что-нибудь в этом роде. По-моему, может даже есть, может мы не знаем, может он бедный тоже там на 300 подписчиках трясется. Да. Пусть, если они есть и слышат нас, напишут, нам поможем. Теперь, друзья, пожелание нашему народу, нашим зрителям от Зураба Ахмедовича Джандарова. Ой, такое ответственное, да, нужно что-то сказать. Как тост, когда тебе дают на свадьбе тост сказать, а ты не готов был. Я на самом деле чуть раньше сказал, я желаю, чтобы наша молодежь была современной, была умной, образованной, и если это все будет, то тогда мы будем конкурентоспособны. Нас очень мало, поэтому нам очень важно, чтобы это маленькое количество было высокого качества. Вот как-то так. Большое тебе спасибо, Аллах. Спасибо, что пригласили. Друзья, СММщик, телеведущий, блогер, администратор паблика Абаза Тудей, куда он вас приглашает всех присоединяться. Бизнес-тренер, как выяснилось, тренер личностного роста, который теперь сотрудничает и с организацией Лошара. Человек, который в сентябре придет на бесплатный курс абазинского языка, который уже несколько лет проводит организация Лошара. Человек, который лично мне безумно нравится и приглашает всегда и везде, как только можно, представителей абазинского народа, за что мы благодарны, и все те, кто нас видит, пусть тоже будут благодарны, потому что он не забывает это достойное уважение. Зураб Ахмедович Джандаров был сегодня у нас. В первом пилотном таком, в пилотной установке у нас софа-диалог, такой, ну, софа-диван имеется в виду.